Итак, автор, рахималлаху тааля, перешел к рассмотрению третьей основы. Это познание пророка, саллаллаху алейхи вассалям. О пророке, саллаллаху алейхи вассалям, следует знать те вещи, которые автор упоминает здесь. Хорошо? Это знание о его происхождении, мы говорили, о его рождении, о его сроке жизни, о его миссии пророческой, миссии посланнической, его родине, предназначении его прихода, почему он пришел, в течение какого времени он призвал к таухиду, знание о его ночном перенесении, вознесении на небеса, знание, когда был вменен обязанность намаз, что такое хиджра, какое положение хиджры в исламе и так далее, до какого времени будет существовать хиджра. Все это входит в разъяснение, которое дал автор третьей основе. Разъяснение третьей основы Маарифату набийикум, саллаллаху алейхи вассалям, познание вашего пророка. Ну, во-первых, происхождение. Автор начал с разъяснения происхождения Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и говорит имя его Мухаммад бн Абдиллах. Мухаммад бн Абдиллах бн Абдиль-Мутталиб бн Хашим. Хотя бы знать нужно происхождение пророка, саллаллаху алейхи вассалям, до Хашима. Хорошо? Мухаммад сын Абдуллаха, сын Абдуль-Мутталиба, сын Хашима, хотя бы до Хашима. Хашим был из курайшитов. Курайшиты относились к арабам. Арабы являются потомками Исмаиля, сына кого? Ибрагима, который был Халилуллах. Халилуллах, то есть возлюбленный Аллаха, мир ему и нашему пророку и благословение. Таким образом, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, он получается так же, как и многие из пророков и посланников, он был потомком Ибрагима. Ибрагим был Халилуллах, возлюбленным Аллаха. И Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, также Халилуллах, возлюбленный Аллаха. Есть два Халиля. Халилуллах – это Ибрагим и его потомок Мухаммад, алейхиссалату вассалям. Вот выход из числа потомков Ибрагима, лучшего из всех посланников, это что? Это плод, это барака, это благодатный плод дуа, с которым обратился Ибрагим, мольбы, с которой Ибрагим, алейхиссалям, обратился к Всевышнему Аллаху. «Ваджнубни вабания набуд раснам», отстрани меня и детей моих от поклонения идолам. Ибрагим, алейхиссалям, просил Аллах субхану ва тааля явить в его потомках посланника, пророка, который научит их единобожию, научит их истине. И Аллах субхану ва тааля принял дуа Ибрагима. Какой бы пророк, какой бы посланник не являлся на землю после этого, после дуа «Ваджнубни вабания набуд раснам», отстрани меня и потомство мое от поклонения идолам, какой бы после этого пророк и посланник не приходил на землю, они были из рода Ибрагима, алейхиссалям. Хорошо? Отец пророков. Дальше говорит автор, что жизнь пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, длилась 63 года, 40 из них до пророчества. Каблин нубува. Остальные 23 он прожил, будучи пророком, посланником. То есть пробыл в этом мире, алейхиссалату вассалям, 63 года. Первые 40 лет до пророческой миссии, до начала пророческой миссии. Это допророческий период. Последние 23 года прожил, исполняя миссию пророка и посланника Божьего, посланника Аллаха. Вот эти слова, они на что указывают? Содержат указание на то, что Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, он был и пророком, и посланником. Слова автора. 23 года пророком, посланником на что указывают? Что Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, был и пророком, и посланником. И пророком, и посланником. И автор говорит, что Аллах сделал его пророком, не спаслав ему суру, и начало суры Алак. То есть, какие аяты? Икра. Икра бисми раббика лази халак. Первые 5 аятов. Читай во имя Господа твоего, который создал. Так, неспослание вот этих аятов ознаменовало, что начало пророчества. То Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, стал пророком, наби по-арабски. Наби. И сделал его посланником, не спаслав ему аяты «Я айюхаль муддассир». О завернувшийся. Кум фанзир.
встань и увещевай. С этого момента Мухаммад ﷺ стал не только пророком, но и посланником. Каждый посланник, он является, расуль по-арабски, является пророком. Но не каждый пророк, что является посланником. То есть посланничество это нечто, что большее, чем пророчество. Пророк это тот, кто получает откровение от Аллаха Субхану ва Тааля. При этом он сам руководствуется этим, доносит его до какого-то своего ближайшего окружения, для тех, кто с ним согласен, для тех, кто с ним на этой религии, на единобожии, до них доносит. Это пророк. Пророк тот, кто получает откровение вообще от Аллаха Субхану ва Тааля. Что такое откровение? То, что не спосылает Аллах Субхану ва Тааля из своего знания через ангела, или не спосылает он, или через завесу говоря с пророком, открывает ему. Хорошо, разные пути передачи откровения. Итак, пророк, наби это кто? Тот, кто получает знания, откровения от Аллаха Субхану ва Тааля. А расуль это кто? Расуль это тот, кто передать должен послание людям, которые находятся на другой религии, на религии, противоречащей религии, с которой пришел пророк. А пророк, посланник приходит с какой религии? Таухид, с религии таухида. То есть передают ее людям, которые не на таухиде, не на единобожии. Хорошо? Это отличие посланников от пророков. Еще, пророк, он оживляет шариат, вероустав, с которым пришел посланник до него, расуль. Хорошо, он возрождает, он оживляет этот шариат, он призывает к следованию ему. А посланник, он является с новым вероуставом, как правило. Хорошо, с новым шариатом, как правило. Это еще отличие пророка от посланника. Мухаммад ﷺ, он был и пророком, и посланником. Пророком стал, автор говорит, когда? Когда было ниспослано, были ниспосланы аяты первые из суры Алак, то есть слова какие икра и далее. Икра, читай. Это первое, что было ниспослано ему как пророку. Первое, что было ниспослано ему как посланнику, с этого началась уже его миссия как расуль. Это слова «Я юваль муддассир», «О завернувшийся». Поэтому иногда можно слышать или читать в некоторых книгах слова ученых о том, некоторых ученых, что первое, что было ниспослано Мухаммаду, это «Я айюгаль муддассир», «О завернувшийся». Можно иногда встретить такие слова ученых, что первое, что было ниспослано, это что? «Я айюгаль муддассир». Некоторые люди удивляются, как это так? Икра, это же было первым ниспослано. Мы говорим, в этих словах ученых нет никакого противоречия тому, что вы знаете. Первое, что было ниспослано Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, как посланнику, да, я айюаль муддассир, как посланнику. Понятно это? Итак, Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям был и пророком, и посланником, причем последним из пророков. Значит, что? Тем более последним из посланников. Если нет пророчества, тем более уже не будет после него посланника. Дальше автор говорит, его городом была Мекка. И он совершил переселение хиджру в Медину. То есть его родным городом, в котором он родился, была Мекка. И из этого города он совершил одно единственное переселение, одну единственную хиджру в Медину. В Эфиопию пророк, алейхиссалату вассалям, хиджры не совершал. Далее, посмотрите, автор говорит, Аллах отправил его предостерегать людей от ширка и призывать их к таухиду. Вот в этих коротких словах отображена миссия Мухаммада, цель, с которой Аллах послал его. Аллах отправил его с той же миссией, с той же задачей, с которой отправлял до него всех других пророков, всех других посланников. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. И в каждую общину мы отправили посланника со словами «Поклоняйтесь Аллаху и отстранитесь от тагута, от лжебогов». То есть со словами «Ля иляха илля Аллах».